именно по двум кооперативам части средств за невыполнение условий соглашения из-за того, что они приняли, но пенсионный фонд не оплачивает. То есть счетная палата все равно по всем грантовикам, и наш ревизионный отдел тоже будет проверять, они будут смотреть не только информацию, отчеты, которые будет фермер сам давать, они будут ее состыковывать с пенсионным фондом, будут состыковывать с налоговой инспекцией. У них доступ на все эти возможности есть. Поэтому, когда вы претенденты готовите на участие в конкурсе, разъясняйте такие конкурсы. То есть человек должен изначально понимать. Ситуация, когда некоторые, не понимая, получили грант, а потом сейчас вот уже от безысходности говорят, ну мы не знали, но незнание не освобождается, сами прекрасно понимаете. Вы, говорит, загнали нас на 5 лет в каторгу. Так говорят. Ну, коллеги, самая основная задача ИКЦ – это разъяснение условий программы и его сопровождение. Вы должны делать соглашение, договора заключать с ними. Вот Стертомат заключается договор, ведет сопровождение. Это и начинающие фермы, и семейные животноводческие, и кооперативы по гранту, и ДГП. Вот это сопровождение, это полностью на вас. Надо это понимать. Есть в районах непонимание. Я это могу открыто сказать на сегодня. Я вначале говорил, если где-то есть непонимание со стороны администрации, заместителей по сельскому хозяйству, говорите, не скрывайте. Я приезжаю в один район летом, и мне заявляют, говорят, это гранты, которые выделяет Минсельхоз, это же ваши гранты. Но вот поэтому, когда поняли, что в некоторых районах районная администрация не понимает свою основную задачу, а их задача это благополучие на сельской территории, создание рабочих мест, поэтому включили так называемые KPI, индикаторы эффективности работы глав муниципальных образований, муниципальных районов, именно такие показатели, как создание вот этих новых форм хозяйства. Кроме этого, простенется, мы еще и экспорту включили. Сейчас главы будут понимать, но вы должны разъяснять. Вы должны им довести мысль о том, что это работа не на один час, не на один день, не только на получение гранта, а именно грант, дальше сопровождение и эффективность этого производства. Поэтому, коллеги, если где-то есть непонимание, говорите мне, я очень дипломатично буду разговаривать с главами, разъяснять им позицию республики. Тем более, вы, наверное, интернет читаете и новости смотрите. Недавно наш исполняющий обязанности главы Радик Абиров встречался с бизнесом, и он сказал золотые слова. Бизнес – это священная корова. Ее нельзя убить. Поэтому, коллеги, вы еще раз поймите. У вас цель, задача ясная, четкая. Вы посредник между фермером, между нами. Поэтому для вас всегда двери открыты. Любые вопросы задавайте. Здесь у нас в Минсельхозе ГБУ, ЦСК. Любые вопросы можно через них. Если какие-то консультации нужны, требуются, говорите. Будем выезжать, помогать. Но зональное совещание прошу принять активное участие. Потому что у нас ежегодно оно проводится, но мы, к сожалению, из-за того, что времени как бы маловато и отдел все-таки всего 4 человека, будем зональное совещание на несколько районов проводить. Вот у нас в 7 зонах будет зональное совещание. Не ограничивайте, направляйте людей. Если человек претендует на грант, у него, наверное, возможность есть доехать до 100 километров в какой-то район и принять участие. Принять участие. 7-го, значит, у нас, не 7-го, завтра у нас будет 14:00 Красноармейского,
Всем большое спасибо за участие. Буквально Юлия Ленаровна, Рустам Закаревич, остались с прошлого года сертификаты. Вот Милевский район, Вафин Филюс Хайрузович, на выходе заберите сертификаты о прохождении консультации участия в вечерах с 2017 года лежат. Всем огромное спасибо. Столовая внизу работает. Всем желаю удачи. Вопросы будут у себя. Спасибо. Грант могут получить, но дальнейшая жизнедеятельность предприятия должна быть эффективной. Вот когда счетная палата проверяет эффективность, мы даже столкнулись с таким случаем. Отчет сдает, что рабочее место создано, там 4 человека принято или 2 человека принято. Счетная палата проверяет. 2012 года исполняет функции, в том числе управления сельского хозяйства. В нашем штате состоит 7 сотрудников. Это директор, бухгалтер, агроном, зоотехник, диспетчер, специалист по кадрам и водитель. Мы осуществляем информационное и конституционное обеспечение сельского хозяйства, информирование граждан посредством массовой информации, интернет, выезды, проведение семинаров и также личных консультаций специалистов. Забегая вперед, скажу, что в этом году у нас 5 довольно уверенных инициативных групп, которые уже собирают документы и очень уверенно готовы к участию. В каждой более 20 человек. Так что, ситуация прошлого года такова, что у нас прошло определенное количество мероприятий, посвященных распространению идей, кооперации и в том числе доходогенерирующих проектов, как при участии сотрудников ЦСК, так и организованных самостоятельно при участии заместителя администрации нашего. Было создано 2 инициативные группы, которые по разным причинам распались. Одна из них участвовала в Эденхаус, с Леонидом Андреевичем общались мы. Он порекомендовал им, они занимались грибами, и он порекомендовал им присоединиться к Бурайскому кооперативу. Поэтому они довольно быстро слились с Бурайским кооперативом, но с ним у них тоже ничего не пошло. И в итоге так они не стали заниматься, но в этом году они уже представляют интересы большого кооператива, в числе овощеводов. А также, наверное, ошибкой было пригласить, у нас есть кооператив птицеводов Черновых, который действует с 2017 года. Они выступили тоже на таком мероприятии, где они, к сожалению, поделились негативным опытом кооперации. Возможно, у кого-то тоже там было желание. Ну вот у них, потому что этот опыт был негативный. Хотя вот они 2-й год работают, тоже планируют грантовое участие по поддержке. В этом году мы с новым силом, конечно, приняли за этот вопрос, и мы гарантируем участие уже 5 инициативных групп, которые ежедневно консультируются, участвуют. Завтра все поедут в Красноярский район на мероприятие. Спасибо, Юрий Юрьевич. Понятное дело, если затронуться оголенного электропровода, ты получишь негативный эффект. Однозначно, если не отлетишь. Но от этого от электричества отказываться нельзя, поэтому это, конечно, показатель. Надеемся, что все-таки Бирский район появится так кооперативы. Район большой, ресурс большой. Вот той работы мы нашли это не совсем качественно отработанным моментами со стороны ИКЦ в том числе. Надеюсь, что в этом году будет лучше. Спасибо. Ну и у нас в прошлом году никак дело не смогло сдвинуться и с Сталинбашевского района. Вроде как отрабатывали, и в этом году надеемся, что сдвинется, но первым нашим отработанным мероприятием тоже пока ничего не получается. Поэтому деятельности двух Сталинбашевских, пожалуйста, Римма Николаевна Сакова, положительный, отрицательный опыт. Что планируете, как потом глава будет оценивать, район будет оценивать участие деятельности кооперации? Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Я представляю Следующий ИКЦ. У нас ИКЦ образован в 2013 году. Штатная единица у нас 7 человек. Директор, главный специалист-экономист, юрист, главный специалист, ведущий специалист-экономист, водитель, диспетчер и охранник. В 2018 году нашим ИКЦ предоставили на 1916 услуг сельским жителям. Из них на платной основе 466, а бесплатно 5450.
Наш ИКЦ предоставляет такие услуги, как оформление пакетов документов для получения субсидий, составление сбора месячных, квартальных, годовых отчетов, услуги по сплошной инвентаризации земельных участков, объектов капитального строительства. Ведем программу ППМИ от стадии собрания до реализации проектов с осуществлением сметных сопровождения и строительного контроля. В 2016 году у нас в районе 9 сельсоветов участвовали в программе поддержки местных инициатив, и все выиграли. В 2017 году 10, также все выиграли. В 2018 году 14 участвовали, вышли 13 только. Причина была то, что они не смогли в самом Стерлибашском, в селе Стерлибашево собрать 570 человек. Они 400 забрали, поэтому не прошли. В 2019 году сейчас подготовлены документы на 13 сельсоветов, которые изъявили желание участвовать в этой программе. Также ведем консультации по доходогенерирующим проектам, составлением смет и для всех видов заказчиков и подготовку документов для прохождения государственной экспертизы, дефектных ведомостей, порядка проведения собраний пайщиков, помощь при регистрации договоров аренды, сбор оперативной информации о ходе полевых работ, консультации по строительству, юридические консультации бухгалтерские, ведем стройконтроль. Являемся на сегодняшний день членами СРО и осуществляем функции заказчика-застройщика по очистным сооружениям села Первомайский. Финансирование в 2018 году у нас по бюджету составило 2 719 163 рубля 65 копеек, а внебюджетная часть 1 143 363 рубля 30 копеек. Снижение на 209 тысяч по сравнению с 2017 годом связывается с тем, что у нас нехватка специалистов по строительному надзору, и до этого мы стройконтроль вели по республике Башкортостан, теперь охватываем только свой район. И администрацией муниципального района Стерлибашский район нам выделился на капитальный ремонт здания самого ИКЦ 1 109 520 рублей. На эти деньги мы заменили 23 окон, 3 двери, полностью заменили отопительную систему и отремонтировали фасадную часть. По программе доходогенерирующих проектов в 2018 году у нас проводились два собрания в Старокалкашском сельсовете и в Ишакамских сельсоветах. По итогам собрания у нас образовались 12 инициативных групп по сферам переработки мяса, переработка шерсти, переработка зерна и производственной инфраструктуры коллективного пользования. Но в связи с тем, что долго подписывалось постановление, они не захотели участвовать в 2018 году, отложили на 2019 год. Те же самые люди в этом году уже на собраниях участвовали и пришли. Также в этом году провелось собрание в январе. 5 инициативных групп у нас образовалось. Это переработка мяса, переработка зерна, сбор, хранение, сортировка, очистка и упаковка овощной продукции и переработка шерсти. Со стороны ИКЦ гарантируется полное сопровождение данных групп. Огромная поддержка была оказана со стороны Центра сельхозконсультирования Республики Башкортостан. Но единственная причина, которая может препятствовать по их участию, это наличие до 20 человек. Потому что им у нас в ДКП собрать 10 человек, наверное, даже сложно будет. Мы будем стараться. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. 500 по моей собрать можно, 20 по ДКП собрать не можно, думаю, конечно, причина. Ну, там присутствующие, они члены уже кооператива. Смотрите, надеемся, чтобы все-таки ситуация изменится, что у вас тоже появятся кооперативы, хотя доводы, что долго согласовывать документы, это вот не к нам. Это не к нам, потому что 116, а в прошлом году 118 кооперативов были созданы,
В этих кооперативах порядка 1500 человек пайщиков приняли участие, но районов, которые, ну, не скажу, что проигнорировали, а вот не додожали, как-то отнеслись к этому хладно, их всего 4, где вообще воронка. Поэтому как бы вот у вас, по-моему, зам, это у вас бывший начальник, да? У вас должно работать еще легче. Я думаю, что в Зиянчурском районе будет легче, потому что зам, который должностью выше, ну, понимает, что это. Но когда приходишь в район и во время совещания, полсовещания уходит, ну, это немножко оскорбляет нашу работу. Но, тем не менее, оценку мы стараемся не давать, мы стараемся помогать всем. Галина, я с главой тоже разговаривал по этому поводу. Думаю, в этом году у вас будет лучше. Вот 5 кооперативов, доведите, докажите, что на следующее подведение итогов вам было не стыдно за эти сказанные слова, которые вы сегодня говорите. Вот берите, ставьте высокие планки. Если вы это сами не верите, то другие не поверят. Спасибо. Уважаемые коллеги, рабочий момент, рабочий вопрос, который мы ставили, задачи, вроде все озвучили. Для подведения итогов я хочу предоставить слово заместителю министра Александру Шаракову. Есть вопрос, буквально пару штук, ответить и подвести итоги и закончить наше рабочее совещание. Спасибо. Значит, вопрос поступил. КФХ, созданная в 2017 и 2018 году или ранее, войдут в СПОК в 2019 году. Могут ли они рассчитывать на субсидирование по возврату до 50% части затрат на приобретение техники и экологии? Они могут, потому что, получается, КФХ объединяется, СПОК создался. И у СПОКа в 2019 году появляются затраты, соответственно, они могут претендовать. Там есть еще одна сложность. Если 4-й квартал затраты, то могут они получать ее и в 1-м квартале следующего года. Так записано. В программе так записано. Поэтому могут, коллеги. То, что в прошлом году по тарифу у нас много кооперативов создалось, вот эти кооперативы, соответственно, тоже могут претендовать на субсидирование своих затрат. Второй вопрос был: агростартап, можно ли строительство каркасного помещения зеленого рынка? Коллеги, вот хочу сказать, агростартап в направлении расходованных средств, это прочитаю прямо конкретно: приобретение сельскохозяйственных животных, за исключением свиней, птицы и рыбы. Приобретение, строительство, ремонт и модернизация производственных и складских зданий и сооружений. Приобретение оборудования для производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки, за исключением оборудования для производства и переработки продукции свиноводства. Приобретение сельскохозяйственной техники, приобретение посадочного материала многолетних насаждений, приобретение рыбопосадочного материала. Здесь про рынки ни слова нет. И сами понимаете, основной у нас грант сельхозтоваропроизводителей, а не продавцов. Поэтому сельхозтоваропроизводство, в первую очередь сельхозтоваропроизводство. А рынок это не сельхозтоваропроизводство, это продажа. Поэтому тут вариант это участия другого. Коллеги, ну вот что еще, несколько минут у вас отниму. Значит, есть изменения, которые вносятся в семейные животноводческие фермы. Вот у нас семейная животноводческая ферма само говорит о том, что это ферма. Это значит связано с животноводством. И вот когда приходят претенденты, говорят, что хотят купить зерново-молочный комбайн, КАМАЗ на перевозку, но, коллеги, это не соответствует своему направлению. Я в прошлом году и в этом году разговаривал с коллегами из других регионов. В других регионах вообще условия проще поставили. Там поставили, значит, семейно-животноводческие фермы. Это что касается ферм. Это модернизация, строительство, приобретение скота и внутри оборудование. Когда они узнали, что мы еще можем пускать туда и кормоуборочную технику, они удивлялись. То есть само понимание семейной животноводческой фермы. Поэтому, коллеги, понимаете, когда будете разъяснять претендентов, разъясняйте, вот,
Это само название о чем говорит. Поэтому